Коллегалар. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Итак, мы начинаем работу нашего республиканского научно-практического семинара «Расширение безбарьерного информационного пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках Республики Башкортостан». Сегодня в работе нашего семинара принимает участие Имангалин Ирик Камилевич, начальник отдела социокультурной деятельности Министерства культуры Республики Башкортостан, Исянгулова Гузель Альбертовна, начальник отдела по делам инвалидов Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Также в работе нашего семинара принимают участие централизованные библиотечные системы по Республике Башкортостан. Мы нашли самые лучшие практики на сегодня. Отрадно, что ЦБС активно начали работу с инвалидами различных категорий. Мы на республиканского значения семинарах, на российского значения конференциях очень много слышим. Вот даже последнее выступление Мейкинской ЦБС на Арт-Крултае, втором форуме, было очень полезно услышать нашим коллегам. И сегодня, уверенный, опыт наших коллег пригодится вам в работе. Наша библиотека является с 2002 года единственным методическим центром по работе с инвалидами всех категорий. Поэтому вы всегда, дорогие коллеги, можете к нам обратиться за советом, за помощью. Но и отрадно, что часто сейчас мы и у вас учимся новым формам работы. Успешного проведения сегодня нашего слова предоставляем Имангалину Ирику Камилевичу, отдела социально-культурной деятельности Минкультуры РБ. Пожалуйста, Ирик Камилевич. Хайрлы күн, добрый день. Надеюсь, всем слышно? Да, слышно. Дорогие друзья, от имени Министерства культуры Республики Башкортостан сердечно приветствую всех участников научно-практического семинара «Расширение безбарьерного информационного пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья в библиотеках Республики Башкортостан». Надо отдельное внимание инклюзии в нашей стране к читателям с ограниченными возможностями. Поэтому это актуализация инвалидов и лиц с ОВЗ в одинаковой степени, конечно, но надо сказать, что именно поспособствует решению вопросов. Вот это такое взаимное хорошее общение, оно дальнейший совместный такой успешный. Вот буквально накануне стали первого конкурса Фонда культурных инициатив зонах библиотечных систем муниципальных образований оказывает такую активную работу. Дорогая Шлейк. Спасибо, Башкортостан, за поддержку, огромную поддержку Гузель Альбертовне, но по техническим причинам у нее подключение моим выступлением, докладом курсов повышения квалификации, которые и видели мою презентацию, многие руководители, многие в общество является наиболее по обслуживанию незащищенных групп населения. ОБИДа на 2011-2000 культурной реабилитации, развитию к чтению, организуя работу с службами социальной защиты, с разными общественными организациями, взаимодействуя с нашей библиотекой. Обслуживание читателей-инвалидов в большинстве общедоступных библиотек осуществлялось в рамках районных, городских или внутри библиотечных целевых комплексных программ, планов. Большинство библиотек работают по давно образованным программам, некоторые пролонгируют их. Например, целевые программы «Доступная среда» – это Абзелиловский, Альшеевский, Бакалинский, Бишбулякский, Благоварский, Буздякский, Бураевский и многие другие районы. Соучастие в судьбе Абзелиловский, также Альшеевский, Анскинский, Бишбулякский, Буздякские районы и многие другие районы города. Некоторые районы разрабатывают свои небольшие подпрограммы, которые включены в рамки крупных программ. Это две известные программы «Доступная среда» и «Соучастие в судьбе». Деятельность центров по работе с инвалидами заключается в активной работе с читателями-инвалидами. Организовываются клубы по интересам, разрабатываются планы встреч и мероприятий. И на сегодняшний день некоторые библиотеки имеют полноценные творческие центры.
которые работают с инвалидами, а также тифлоцентры, которые непосредственно работают с инвалидами по зрению. И в рамках проектов, грантов, в рамках программы «Доступная среда» организовывают активную работу. Сейчас хочу перечислить отдельные яркие моменты в этой работе. Например, в Аургазинской центральной библиотеке функционирует центр библиотерапии «Доктор Книга». В Ташкуровской сельской библиотеке, размещенной в многофункциональном центре культуры Балтачевского района, ведется работа инклюзивной творческой лаборатории «Мастерская рукодельные чудеса». В детской модельной библиотеке Мишкинского района работает мастерская марийского декоративно-прикладного искусства «Берегиня», где дети с ограниченными возможностями здоровья занимаются вышивкой, изготовлением кукол и оберегов. В Мейкинской межпоселенческой детской библиотеке работает инклюзивный центр «Благо Арт». В ходе реализации проекта при детской библиотеке создана универсальная мастерская для занятий керамикой, глинотерапией, художественным лоскутным гобеленом, чеканкой. Оформлен кабинет для библиотерапии, арт-йоги, сказкотерапия, песочная терапия, которые способствуют социально-культурной адаптации детей посредством включения их в активное художественное творчество, что является инклюзией. Инклюзивная мультистудия «Фантазеры» для детей и подростков с ОВЗ с 8 до 18 лет и их родителей. В городе Салават работает тифлоцентр «Гармония». В модельной центральной городской библиотеке реализуется творческий проект «Чудо-ручки, чудо-штучки», лепка из соленого теста, глины, пластилина. Участниками проекта являются также дети-инвалиды, родители и библиотекари. В информационно-культурном центре «Мастерская искусств» в библиотеке филиале номер 3 МБУ ЦБС города Стерлитамак работает инклюзивная театральная студия-мастерская с оборудованием звукозаписывающей студии. В СЦДБ города Уфа успешно функционирует кружок «Арт-терапия» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Модельная детская библиотека СЦДБ города Уфа номер 2 с региональной благотворительной общественной организацией «Будь всегда рядом» проводит совместные социально развивающие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. С 2002 года библиотека сотрудничает с городским социальным приютом для детей и подростков. И сейчас Центр семейного воспитания «Вместе» с 2008 года с Центром реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими возможностями. И с 2014 года с региональной благотворительной общественной организацией социальной поддержки детей с ограниченными возможностями и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Будь всегда рядом» в Республике Башкортостан и с 2019 года с общественным центром «Улей». В городе Кумертау функционирует Центр по организации работы с нашей категорией читателей, филиал номер 3 ЦБС города. В городе Октябрьском очень активно работает тифлоцентр «Перспектива» для инвалидов по зрению на базе модельной библиотеки номер 2. Детская модельная библиотека Благовещенского района является специализированной модельной библиотекой по обслуживанию людей с ОВЗ. Библиотека номер 2 Бирского района является библиотекой-центром информационного обеспечения особых групп населения «Милосердие», которая координирует работу библиотек с инвалидами. В ЦБС Туймазинского района работают тифлоцентры при библиотеках, Центральной библиотеке, Кандринской сельской модельной библиотеке, Субхангуловской сельской модельной библиотеке. В ЦБС Бураевского района функционирует Центр чтения по работе с читателями с ограниченными физическими возможностями. Системная работа в Чекмагушевской центральной модельной библиотеке «Остров доброты», проектов о модельном библиопространстве для пожилых в условиях пандемии. Цель проекта – вовлечение компьютерной грамотности, проведение работы тифлоцентр для, что мы сейчас стараемся, какую грантовую деятельность ведут, которая тоже сделает такой, слушали Хабировой. Обычно это сводится к выставкам наших организаций Центра. Спасибо за приглашение. До такой степени, например, не вижу, чтобы
Не хочу, это такой симбиоз, и кратко вам рассказать. Реализация как раз-таки вот это выравнивание, это инновации. Об этом они везде бывают инициаторами даже таких инноваций. Социокультурную деятельность уже нас акцентирую внимание. Дело в том, что и тем запрос, шикарные идеи, там, допустим, альтернативы, да, сколько я помню, детей из запросов. И эту аргументацию можно, анкетирование делается онлайн. Так как мы работались и перечисляем, они выбирают. Потом, какие бы вы хотели. И вот тут они как раз... Алина, извините, пожалуйста, у вас не листается презентация. Пока да, пока я на этом. Да? Да, я как раз про этот слайд говорю, про запросы интересов. Вот. И в этой анкете они как раз нам пишут, что, ой, да мы вот хотели бы, чтобы там побольше, я для примера просто говорю, да, там мы хотим, чтобы было больше, мы ходили там кино, посещали, или что мы больше посещали театр, или мы больше посещали библиотеки. И, соответственно, я делаю этот свод, и в обосновании проекта пишу о том, что мы провели опрос там, среди 200 наших подопечных. Выяснилось, что больше всего они хотят пойти, ну, давайте вот в библиотеку, да, там 65%. Вот, это уже обоснование. То есть это социокультурное проектирование сделано на основе запросов нашей аудитории. Дальше. Социокультурное проектирование – это процесс или инфраструктура. Обозвала это так. Это вот как раз-таки различные коллаборации библиотек с некоммерческими организациями, в том числе и с коммерческими организациями. Дальше там я для примера покажу, да. И что это может быть? Это могут быть просветительские мероприятия, которые проходят на территории библиотек. Могут быть какие-то мероприятия, которые проходят на других площадках. Вот как в примере, когда ежегодно на фестивале детского творчества «Ломая барьеры», когда со всей России к нам приезжают дети, в фойе всегда у нас присутствует библиотека для слепых. То есть это вот один из таких классических примеров. Это, кстати, и повышение компетенции сотрудников библиотек. Но тут как раз-таки повышение компетенции, я имею в виду, не связано с библиотечным делом, а, например, с финансовой грамотностью или еще что-то. Об этом я тоже чуть-чуть попозже поговорю, расскажу. И понятно, что да, это еще оснащение, комплектование библиотек. В рамках грантовой деятельности мы, например, всегда стараемся, чтобы помимо самого проекта, да, помимо того блага, которое мы несем нашей целевой аудитории, чтобы еще что-то осталось для нашей организации. С помощью как бы гранта пытаемся как-то материально-техническое оснащение сделать для центра. Вот. По поводу тенденций. Вот все чаще, все прям громче в последнее время грантооператоры говорят о том, что это должен быть инновационный грантовый проект. И с этим, конечно, очень многие мучаются, потому что есть деятельность, которая доказана, да, ее эффективность, с доказанной эффективностью, что я еще должна такое придумать, да, что такое инновационного для того, чтобы пройти этот грант. Но эта тенденция есть, и ее обойти, ну, сейчас с каждым разом все труднее и труднее. Тем более, что увеличивается большое количество заявок, да, и конкуренция растет. Поэтому если в вашем проекте будет что-то такое инновационное, то это будет хорошим большим преимуществом. Как-то я помню, я консультировала клуб по футболу, футбольный клуб, и руководитель клуба там в сердцах мне сказал: ну что может быть инновационного?
Люди столетиями гоняли мяч по полю. Что? Его покрасить, там, опрыскать этот мяч. Что можно сделать? Но в любом случае есть такие небольшие мои советы, да, как простой обычный проект, который действительно нужен, да, вашим читателям, нашим благополучателям, это дети с ограниченной возможностью здоровья, но с учетом требований времени, да, сделать чем-то его инновационным. Это то, как бы, чем я иногда сама пользуюсь. Это такие вот 3 совета. Я их называла игра слов, кради-ка художник, креативные инструменты. Вот игра слов. Просто вот для примера, да, есть такое выражение. Только адекватность влияния внутренних ресурсов субъекта может способствовать реализации задачи вычленения твердого тела из жидкой среды. И что это? Это вообще завуалированная пословица «без труда не вытащишь рыбку из пруда». И о чем я говорю? О том, что один и тот же проект просто за счет игры слов, за счет перестановки, за счет того, что мы как-то там переделали, по-другому все это сформулировали, один и тот же проект можно сделать в нескольких вариациях. И читая его, будет складываться впечатление, что это хороший инновационный проект. Следующее. Кради-ка художник. Этим пользуюсь я сама тоже, как бы, и многие мои коллеги. Мы просто заходим на сайт фонда президентских грантов, даже если, допустим, мы подаем гранты другим грантооператорам, но дело в том, что именно у фонда президентских грантов все грантовые заявки, они видны, они читаемы. И вот смотрите, с правой стороны, да, я просто набрала слово «библиотек», потому что где-то может быть окончание, да, библиотеках, библиотеки. Вот. Выбрала категорию «Победитель конкурса», фильтр, и у меня выскочили все победители. Я просматриваю эти заявки, они видны. Я же говорю, на сегодняшний день это вот единственный грант-оператор, где заявки все видны. Там обоснование, краткое описание. Я смотрю, читаю и вычленяю для себя какие-то, ну, такие фишечки. То есть полностью проект невозможно, да и не надо копировать. Но какие-то вот интересные фишечки, даже иногда я просто смотрю и краду какие-то хорошие предложения. И, кстати, можно категорию победитель и не брать, да? Можно просто просмотреть. От того, что проект не получил поддержку, это не означает, что он плохой. Просто вы из этого, допустим, проекта, если его почитали, посмотрели, можно что-то найти для себя интересное. Следующее. Креативные инструменты. Ну вот иногда бывает так, что текучка до такой степени завалила, что ну вообще ничего не можешь придумать. Даже мыслить тяжело, да? И мы вот иногда с командой применяем такой креативный инструмент, как сценарий будущего. Берем 5 листов и просто не думая ни о чем, ни о проекте. Ну, у вас в данном случае это будет не проект, а просто индустрия библиотек, да, сфера библиотек. И просто думаем, что может быть там в сценарии будущего. Там мобильные приложения, то есть не заморачиваясь. Там нишевые, библиотеки будут только там для детей с нарушением зрения, все, больше никаких библиотек не будет. И вот такие сценарии кидаем, мозг начинает работать, начинает креативить, и потом, когда эта картина складывается, что-то из каждого сценария мы что-то интересное берем. Тут вот рождаются очень хорошие направления. Вот, попробуйте. Занимает не так много времени и вот помогает, когда чувствуешь, ну, вообще ничего придумать не можешь. Также я у своих коллег по некоммерческому сектору, готовясь к этой конференции, спросила, я говорю,
Напишите мне, пожалуйста, ваш опыт взаимодействия с библиотеками. И мне несколько некоммерческих организаций, порядка 8, отправили свои примеры. Понятно, что очень много было примеров, когда просто на территории библиотеки было какое-то мероприятие. Но мы же сейчас говорим о том, что мы все-таки думаем о том, чтобы библиотека тоже была интегрирована по максимуму в этот проект, а не просто как предоставитель площадки. Вот интересная тема – это фонд «Арифметика добра». Они работают с детьми-сиротами. Вот у них был совместный проект «Осознанное родительство» в библиотеках Подмосковья. Девушка, бывшая сирота, написала о своем жизненном пути, и они прям сделали в виде пресс-тура по библиотекам Подмосковья. Мне кажется, это очень интересная тема, потому что тут как раз-таки вот эта книга выпущенная, она остается в библиотечном фонде, принимающей библиотеки, плюс это был как что-то наподобие пресс-тура, очень хорошее привлечение внимания к самой библиотеке. Вот интересный тоже проект был. Это когда я говорила о том, что повышение компетенции сотрудников библиотек, и это как раз-таки не связанная с библиотечной деятельностью, а как раз-таки финансовая грамотность. Наверху вы видите ссылку. Значит, этот проект любой библиотекарь может пройти обучение финансовой грамотности и на основе этой финансовой грамотности проводить уже в библиотечной среде. Чем хорош этот проект? Тем, что, во-первых, вы это бесплатно проходите, во-вторых, у вас будут все методические материалы по этому обучению, а в-третьих, эти методические материалы вы можете потом использовать уже в своей грантовой деятельности. Вот, пользуйтесь, пожалуйста, в открытом доступе бесплатно. Тоже, когда смотрела интернет, искала какие-то интересные вещи, нашла. Этот проект пока реализуется. Если честно, я сама его до сих пор не поняла, поэтому я вам его даю просто для того, чтобы вы за ним следили. Значит, это навигатор по социальным сетям для музеев и библиотек. Я так понимаю, что это какие-то обучающие хорошие вещи о том, как библиотекам вести социальные сети. С учетом того, что сейчас у нас количество социальных сетей уменьшилось, количество коммуникаций уменьшилось, да, этому надо обратить внимание. Но чем мне еще понравился этот сайт, он называется «Идеи для музеев». Но все, что там написано, какие там идеи для музеев, то же самое можно использовать и для библиотек. Я помню, что в свое время, когда мы проходили обучение по креативу, каждый год мы всегда ломаем голову, как же сделать там мероприятие. Но у нас крупное мероприятие, это вот фестиваль «Ломая барьеры». И один из преподавателей сказал, а вы не смотрите на примеры, на фестивальные примеры. Вы берите примеры других мероприятий, но не связанные с фестивалем. И мы, в общем, нашли для себя, например, идеи для вдохновения. Это такие событийные вещи, как свадьбы, да, то есть, потому что там вообще очень много всегда креатива. Так и в вашем случае. Не обязательно смотреть библиотечные какие-то направления. Можно посмотреть, что происходит в музеях, и как крадивый художник найти какие-то интересные моменты и сделать это в библиотеках. Вот, на такой волне хочу, чтобы у вас всегда получались инновационные по требованию грантооператоров проекты, но, конечно, я уверена, что они вся ваша деятельность, она направлена во благо. Спасибо. Алина, спасибо огромное. Столько полезных советов услышали, столько полезных ресурсов вы обозначили.
Спасибо большое. Мы по-свойски к вам, Алина, без очереди Да. обращаемся. Да. Извините, забыли указать все ваши регалии. Сейчас на презентации увидели, что вы еще у нас зампредседателя в Общественной палате. Там очень длинные названия именно вашей комиссии. Вот, но спасибо огромное за нашу дружбу, за то, что вы прониклись нашей темой и сейчас сделали очень полезный доклад. Спасибо, Алина. Да, все, до свидания. Спасибо. Продолжим, дорогие коллеги. Сейчас мы слово дадим следующему спикеру с докладом «Волшебный мир детской библиотеки». Это Ирина Сергеевна Кореневская, заместитель директора по работе с детьми МБУК, централизованная библиотечная система муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан имени Нины Зиминой. Ирина Сергеевна, нам очень будет интересно послушать ваш доклад. Так, останавливаю свою демонстрацию и даю вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас мы подключим презентацию. Весной 2021 года Центр детского чтения «Синяя птица» стал победителем гранта главы Республики Башкортостан, деятелем культуры и искусства с проектом «Мой мир, наш мир», студия мультипликации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Основная цель проекта – организация анимационного творчества как новой формы библиотечной работы по продвижению книги и чтения среди детей с ограниченными возможностями здоровья и создание условий для развития их творческого потенциала при помощи средств мультипликации. Благодаря гранту сотрудники Центра детского чтения решили главные задачи планируемого проекта. Во-первых, за счет поддержки Управления культуры был сделан ремонт помещения, предназначенного для мультстудии. Во-вторых, в рамках мероприятия закупили мебель для работы в студии. Это специализированный мультимедийный станок для создания медиапродуктов, практичный функциональный стол для организации сразу нескольких рабочих мест студийцев. Все оснащено дополнительным освещением. В-третьих, приобретено современное техническое оборудование, обязательное для съемочного процесса. Также были приобретены дополнительные материалы. Это комплект плакатов для развески в студии мультипликации, тематический комплект, игровые наборы для мультстудии, творческие материалы для создания декораций героев. В ходе реализации проекта большую помощь и поддержку оказали руководители и сотрудники различных ведомств и организаций нашего города и района. Торжественное открытие студии мультипликации состоялось в рамках всероссийской акции «Культурная суббота». В настоящее время в мультстудии «Анимагия», в которой сформированы 3 учебных группы, занимаются 24 ребенка в возрасте от 7 до 14 лет, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. Так в чем же специфика мультстудии на базе библиотеки? В первую очередь, вся работа должна исходить из главного назначения библиотек – продвижения чтения. Одна из задач проекта – популяризация литературы посредством создания мультфильмов детьми на основе прочитанных произведений. И еще одна задача – развитие детского литературного творчества, сочинение авторских сказок и стихотворений детьми и создание мультфильмов по их мотивам. Реализация проекта имеет значимые результаты. Создаются уникальные медиапродукты, увеличивается число пользователей библиотеки. Все работы с детьми размещаются на страницах студии в социальных сетях, в том числе и на сайте Центра детского чтения «Синяя птица». Улучшается имидж и повышается роль библиотеки в цифровом современном обществе. Укрепляются дружеские и творческие отношения с имеющимися партнерами и спонсорами, увеличивается их количество. Так, Центр детского чтения «Синяя птица» с рабочим визитом посетил Тимиргазин Азамат Нилович, редактор и продюсер по кинопрокату и спецпроектам Государственной киностудии Башкортостан, генеральный директор детского благотворительного фонда «Акбузат», региональный продюсер и представитель киноуроков в школах России по Республике Башкортостан. Целью встречи стало обсуждение совместного плана работы, связанной с реализованным на базе библиотеки проектом по организации студии мультипликации. Диалог затронул различные темы сотрудничества, в основном по вопросам деятельности мультстудии в перспективе, расширяя техническое оборудование и обучение анимации.
В результате был подписан договор мультстудии «Анимагия» при Центре детского чтения с творческой мастерской по анимации «Тиктормас», организованной детским благотворительным фондом «Акбузат», совместно с Государственной киностудией «Башкортостан» и Всероссийским обществом инвалидов городом Москва. В рамках этого проекта планировалось создание мультипликационного сериала на башкирском языке для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Так, под руководством профессиональных мультипликаторов началось создание первых 3 выпусков мультсериала «Приключения Тиктормас» на основе стихов Расиха Хананова. Первые мастер-классы для нас провели художник-мультипликатор Байрамгулова Айгуль Азаматовна и руководитель киностудии «Акбузат» Бахитов Салават Анурович. А генеральный директор благотворительного фонда «Акбузат» Тимиргазин Азамат Нилович презентовал детской студии мультипликации мобильную мультстудию для дальнейшей совместной работы. Параллельно в Центре детского чтения состоялась первая встреча обучающего курса анимации в дистанционном онлайн-формате. Данное мероприятие является частью проекта башкирского отделения Всероссийского общества инвалидов. Наши участники – это взрослые дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие на территории Республики Башкортостан. Для них проект важен тем, что позволяет расширить возможности общаться с миром, получить новые профессиональные навыки и найти новый способ самовыражения. Слушатели узнали, в каких техниках делаются мультфильмы, какие конкретно оборудование и программы требуются для этого. Обговорили, в каком формате будет проходить дальнейшее обучение. Для многих форма мастер-классов оказалась наиболее приемлемой. На сегодняшний день у нас 13 участников, и мы планируем проводить обучение с ними до конца года. А для участников мультстудии «Анимагия» наступил новый этап обучения – работа над созданием мультсериала о девочке-непоседе. После проведения конкурса был выбран анимационный образ Тиктормас. Пришло время писать сценарий и рисовать раскадровку, чем и занялись дети. Ребята плодотворно трудились над созданием мультсериала, причем каждая группа над своей серией. Был выполнен большой объем работы по изображению персонажей, рисованию нескольких фонов. Параллельно дети приступили к съемке про приключения веселой девочки, попавшей на праздник Сабантуй. Премьера мультфильма «Приключения Тиктормас» стала завершением совместного проекта Центра детского чтения «Синяя птица» и творческой мастерской по анимации «Тиктормас». Событие, приуроченное к празднованию недели детской книги в библиотеке, собрало полный зал гостей, практически всех, кто был причастен к реализации анимационного проекта. Организатор проекта Азамат Нилович поблагодарил за сотрудничество руководства и коллектив Центра детского чтения и, конечно, юных мультипликаторов за проделанную работу, наградив всех дипломами и грамотами. Мультфильм – это целая вселенная, которую создают много профессионалов. А наша мультстудия «Анимагия» еще совсем юная, ей всего 6 месяцев. И, конечно, нам есть куда расти. Работа над мультфильмом «Тиктормас» подарила всем нам интересный опыт, и практически каждая секунда этой анимации создана детскими руками. И мы постараемся сохранить для детей этот волшебный мир. А вам предлагаем посмотреть нашу первую работу.
мы благодарим вас. Так, ну и мы хотели бы с вами... Так, демонстрация. Мы хотели поделиться с вами еще одной хорошей новостью. Вчера были объявлены результаты президентского фонда культурных инициатив, где мы были объявлены победителями проекта «Мобильная студия мультипликации «Анимагия» на сумму 470 тысяч. Так что наша работа продолжается. Ирина Сергеевна, молодцы. Вот сейчас вообще библиотеки стоят на таком пути трансформации, и каждая библиотека, каждый библиотекарь думает, как же привлечь новых читателей, как же удержать читателя, да, и, наверное, мы все задумываемся о том, чтобы эта сфера деятельности, какая бы она новая ни была, она была связана с книгой, с чтением. И вот вы нашли тот конек, ту козырную карту, когда делаете мультфильмы у себя в библиотеке, это и дети, это и юношество. И представляю, сколько вы перелопатили литературы, чтобы сделать вот такую, ну, такой шедевр. Молодцы. Коллеги, пожалуйста, вот берите на вооружение вот такой тоже метод работы. Спасибо огромное, Ирина Сергеевна. Спасибо. Всего доброго. Коллеги, сейчас трансляция нашей конференции идет и на YouTube. С нами вместе коллеги со всей республики, это около 200 участников. Мы видим чат, видим ваши сообщения. Спасибо большое за участие, и мы рады быть полезными и для вас. Некоторые погодные условия влияют на интернет, но мы уверены, что вы все терпеливо будете эти передряги переживать и все-таки будете с нами. А сейчас я слово предоставляю Альфие Кайдусовне Шайдуллиной, директору муниципального автономного учреждения культуры. Так, презентация. Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан. Альфия Кайдусовна, предоставляем вам слово с докладом «Диалог на равных. Социокультурной реабилитации инвалидов в библиотеках Туймазинского района». Альфия Кайдусовна. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые коллеги, участники республиканского научно-практического семинара. Очень было предыдущего коллегу услышать, очень интересный мультфильм. Под этим впечатлением я сейчас сижу. Огромное спасибо. Диалог на равных. Беспрепятственный доступ к информации и знаниям сегодня становится основой качества жизни всех социальных групп населения. Как открытый социальный институт, библиотеки должны учитывать потребности людей, имеющих ограничения движения, зрения, слуха, другие виды ограничений. Перед библиотеками межпоселенческой центральной библиотеки при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья стоят определенные цели. Обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам пользователей, расширение доступа к различным видам информации, удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний, содействие образовательному процессу с применением информационных технологий. Залогом эффективной и успешной деятельности в этой сфере является взаимодействие, совместные усилия и сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами инвалидов, местными отделениями Всероссийского общества инвалидов и Всероссийского общества слепых, Совет ветеранов Туймазинского района, клубом ветеранов «Живая история», РАД, отделением реабилитации детей с ограниченными возможностями по Туймазинскому району и городу Туймазы, коррекционными образовательными учреждениями. В Туймазинском районе 40 библиотек, 8 в городе, 32 в селе. Ежегодно в библиотеке обслуживает 1550 читателей-инвалидов, в том числе 840 детей. Проводится более 900 мероприятий для инвалидов и мероприятий, в которых активное участие принимают люди с ограниченными возможностями здоровья.
Активную работу с пользователями, имеющими ограничения в здоровье, ведут работники отдела обслуживания Центральной библиотеки в рамках программы «Без барьера», используя нестационарные формы работы. На данный абонемент обслуживает около 50 человек. Сотрудник Центра правовой информации организует наданное обучение инвалидов компьютерной грамотности, навыки пользования интернетом. Обучено 20 человек. С 2011 года на базе Центральной библиотеки работает библиотечный пункт Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Тухватшина. Слабовидящие и незрячие люди получают во временное пользование специальные виды изданий на дисках, флеш-картах, говорящие книги, специальные периодические издания, ежемесячный литературо-художественный журнал, литературные чтения, изданы рельефно-точным шрифтом по системе Брайля, крупношрифтовые ежемесячные журналы «Школьный вестник», «Наша жизнь», газета для инвалидов «Надежда». Главным направлением в работе Центра правовой информации в Центральной библиотеке, Центральной детской юношеской модельной библиотеки, городской модельной библиотеки 4 является предоставление необходимой правовой, деловой и социально значимой информации всем гражданам, в том числе инвалидам. Чаще всего тематика обращений касается пенсионного обеспечения, медицинских услуг, социальной защиты, услуг ЖКХ. Читатели инвалидов, живущих в отдаленных населенных пунктах и всех, где нет стационарных библиотек, обслуживает Библиобус, в котором имеется тифломагнитофон для прослушивания говорящих книг. Библиобус работает по проекту «Поддержка и развитие чтения среди социально незащищенных категорий жителей села» 2014 года. В рамках этого проекта проводятся выездные мероприятия, а библиотекари Библиобуса обслуживают сельских жителей с МВЗ на дому. Сайт Межпоселенческой центральной библиотеки адаптирован для людей с проблемами зрения, регулируется размер шрифта и цвет фона сайта. Там же размещен раздел слабовидящим и незрящим, в котором имеет список сайтов, полезных для инвалидов по зрению, а также перечень говорящих книг, имеющихся в фонде центральной библиотеки. Продолжается работа тифлоцентров при библиотеках, Центральной библиотеки, Кандринской, Субхангуловских библиотек, созданных в 2018 году в рамках реализации проекта создания тифлоцентра на базе общедоступных библиотек муниципального района Туматинский район. Проект победитель конкурса грантов президента Российской Федерации. Тифлоцентры оснащены специализированной компьютерной техникой, компьютерами с голосовой программой для работы с документами и сети, а также портативными сканерами и читающей машиной. В тифлоцентрах проводятся индивидуальные обучающие занятия, во время которых библиотекари доступно объясняют, как работать на специализированном оборудовании. Тифлоцентры востребованы читателям с ослабленным зрением. Одни приходят в библиотеку за необходимой информацией, другие, чтобы провести досуг, пообщаться, выбрать интересную книгу и воспользоваться интернет-ресурсами. Работая в данном направлении, библиотеки реализуют главный принцип библиотечного обслуживания – равный доступ к информации и получение полного спектра библиотечных услуг. Организуя массовые мероприятия для инвалидов, наши библиотеки способствуют их межличностному общению и взаимоподдержке. Такие мероприятия не только обогащают знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой. Они наглядно показывают различия между жизнью в изоляции и возможностями посильно участвовать в жизни общества и получать от этого удовольствие. Для пользователей с ограниченными возможностями проводятся музыкально-поэтические вечера, литературные и театральные вечера, литературные гиды, вечера отдыха, часы доброго общения, акции к Международному дню инвалидов, дни добра, дни милосердия. Библиотеки Межпоселенческой центральной библиотеки вовлекают детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в массовые мероприятия наравне с их здоровыми сверстниками. Сотрудничает со специализированными образовательными учреждениями Туматинского района. Центральная библиотека на протяжении нескольких лет активно сотрудничает
с детским садом компенсирующего вида номер 7 города Туймазе, воспитанники которого дети с проблемами зрения, частые участники библиотечных мероприятий для детей. Центральная детская юношеская модельная библиотека более 30 лет сотрудничает с Туймазинской специальной коррекционной школой-интернатом номер 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья, и Туймазинским центром дистанционного образования детей-инвалидов на дому в рамках программы «Шаг навстречу» и проекта «Библиотерапия». Воспитанники этих учреждений – постоянные участники крупномасштабных мероприятий «Круглая ночь», ежегодного муниципального фестиваля детской книги и чтения «Вместе с книгой мы растем». Туймазинские библиотекари предлагают детям с ограниченными возможностями участия в ежегодных республиканских творческих конкурсах, которые организуют специалисты Башкирской республиканской специальной библиотеки имени Макалима Хусаиновича Тухватшина. Вам за этот труд огромное спасибо. Я представляю, какая это организационная работа проводить эти конкурсы. За 2019-2021 годы в республиканском творческом конкурсе среди детей-инвалидов приняли участие 20 детей из Туймазинского района. Они получили призы и благодарственные письма. Мы их, конечно же, получаем на своих мероприятиях. Серафимская сельская детская библиотека сотрудничает с Серафимским детским домом-интернатом для умственно отсталых детей. Воспитатели, методисты обращаются в библиотеку за методической литературой, детскими книгами, сценариями для проведения мероприятий с учетом особенностей развития воспитанников. Наши библиотекари – активные участники научно-образовательных, научно-практических семинаров, профессиональных программ повышения квалификации, организованных специалистами Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макалима Хусаиновича Тухватшина. За 2017 и 2022 годы обучение по повышению компетентности сотрудников библиотек, организации библиотечного обслуживания инвалидов и лиц МВЗ прошли более 60 работников библиотек. Это очень хорошая цифра. Образцом того, какой должна быть современная библиотека, в которой созданы условия доступности для людей с инвалидностью, является Кандринская сельская детская модельная библиотека, первая библиотека нового поколения в Республике Башкортостан. В этой библиотеке создано современное многофункциональное библиотечное пространство в соответствии с требованиями цифровой эпохи, с современными интерактивными технологиями, с шумными и тихими зонами. После модернизации появились новые зоны: электронный читальный зал, творческая лаборатория, молодежная территория, литературная краеведческая гостиная. Кандринской сельской детской модельной библиотекой активно пользуются люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них обеспечен полноценный доступ в библиотеку. Одна группа библиотеки оборудована в соответствии с требованиями к обеспечению общей доступности учреждений культуры. Таблички с режимом работы, названием учреждения, с дублированием надписей шрифтом Брайля. Установлена антивандальная цифроводная кнопка вызова персонала, бегущая строка. Для беспрепятственного въезда инвалидных колясок на входе в библиотеку установлены двери с широкими дверными проемами и допустимым уровнем порога. В вестибюле находится тактильная мнемосхема с планом библиотеки с дублированием надписей шрифтом Брайля. На абонементе установлена портативная индукционная система с плеером и микрофоном для общения со слабослышащими людьми. Санитарно-гигиеническое помещение для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата оборудовано опорными и пихтельными поручнями. В библиотеке имеется тифлоцентр, который востребован читателями с ослабленным зрением. Он оснащен специализированной техникой, компьютером с голосовой программой для работы с документами и в сети интернет, портативным сканером, читающей машиной и устройством для чтения говорящих книг и
Роберта Шпеера. Для библиотеки приобретена литература, специальный формат рельефно-точности Брайля, тактильные книги. Для читателей имеется доступ к национальной электронной библиотеке, на сайте которой есть версии для слабовидящих и слепых, что позволяет привлечь широкий круг читателей к разносторонним и актуальным знаниям и показывает цифровую компетенцию библиотеки. Мультимедийное интерактивное оборудование, интерактивный пол, интерактивный стол, проектор, планшеты, световой стол для рисования песком предоставляет дополнительные возможности для реабилитации и творческой самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека предоставляет людям с особыми потребностями не только доступ к информации, возможность содержательно провести свой досуг, найти круг общения, ну и ощутить себя равноправными с членами общества. А модельная библиотека стала по праву территории безграничных возможностей. Примером одной из форм организации помощи социализации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Спасибо за внимание. Спасибо, Альфия Кайдусовна. Туймазинская ЦБС, она является по многим моментам, не только по обслуживанию инвалидов, но по многим моментам библиотечной деятельности первопроходцем. Вот как уже сказала Альфия Кайдусовна, они первые в Республике Башкортостан в условиях пандемии открыли библиотеку нового поколения. И сейчас вот в любое время года, в любое время, рабочее время, конечно же, если приехать в эту библиотеку, там всегда будут читатели, и читатели разных категорий. И нам, вот как методическому центру, Альфия Кайдусовна, очень ценно, что все то оборудование по доступной среде, которое вы закупили, установили, оно не для галочки там стоит, а задействовано в работе. У вас действительно есть читатели с разной категорией инвалидности, которых вы удовлетворяете именно информационно его потребности, и им у вас не скучно. Спасибо вам большое за работу, за доклад и за презентацию, Альфия Кайдусовна. Всего хорошего. Коллеги, про онлайн-трансляцию, значит, хотелось бы добавить, что если вы сейчас по техническим причинам не можете как-то просмотреть, то на нашем канале запись семинара будет обязательно сохранена, и вы в любое время можете еще раз просмотреть наш семинар. Вы знаете, часто в библиотеке для слепых получается так, что читатель, пользователь активнее библиотекаря, и он предлагает какие-то новые формы работы, и мы с интересом подключаемся в эту работу. И вот одним из таких наших читателей является Гузель Велисовна Хасанова. В первую очередь это наш активный читатель, а уже потом это руководитель клуба владельцев собак-помощников Республики Башкортостан Актырнак. Перед выступлением Гузель Велисовны мы бы хотели вам показать видеосюжет о нашем незрячем уфимце Максиме Чунине «Незримый путь к морю», а потом уже дать слово Гузель Велисовне. Незримый путь к морю. История уфимца Максима Чунина, который уже 2 года копит средства на заветную мечту. С рождения он не видит мир, но надеется услышать шум прибоя. Подопечный общественного центра «Улей» нашел способ, как приблизиться к этому событию в жизни. Репортаж Ильшата Низаметдинова. Я представляю шум моря и хочу искупаться в нем. Это моя мечта. Максиму Чунину 28. С рождения он незрячий. В общественный центр «Улей» судьба привела его 3 года назад. Как говорит уфимец, здесь он обрел новый смысл жизни, нашел любимое дело и приблизился к своей заветной мечте – побывать на море. Как-то сам стараюсь все делать, там, хожу один, сам добиваюсь чего-нибудь, там, не сижу как на одном месте, все. Стараюсь делать
и другим помогаю. Другим Максим помогает своей силой воли, упорством в делах и любовью к этому миру. Он не сдался, несмотря на недуг. Научился плести авоськи и уже второй год копит себе на поездку в Крым. Это год учился. Вот уже примерно второй год, третий пошел, как плиту. Сначала получалось плохо, а потом постепенно уже и научился. Из всей семьи Максим у нас самый стойкий оказался. Он научился именно плести авоськи. У него сначала было много трудностей по плетению авоськи. Да. Сначала он брака много выпускал, но вот со временем он уже освоился и начал у нас теперь передовиком производства. Вы видите, да, сколько авосик он уже наплел. Вот. И теперь самая главная задача, конечно, продать эти авоськи, чтобы Максим мог иметь стабильный заработок. На изготовление одной авоськи у Максима уходит пару часов. В день он делает около 3-4 штук. Как говорят сотрудники общественного центра, Максим уже на полпути к морю. Авосик достаточно, дело за малым – продать их. Чтобы приблизить Максима к мечте, сотрудники центра Улей подготовили вот такой информационный стенд. Несколько магазинов города уже готовы разместить их на своих прилавках. Здесь данные о нашем герое, фотография и сами авоськи. В сложном виде, кстати, она очень удобная и легко помещается как в сумку, в портфель или даже карман. Всего в общественном центре Улей около 70 подопечных. В основном это пенсионеры. Здесь для них организована трудовая адаптация, оздоровительная гимнастика, мастерские для посильного труда. Один из опекунов, любимчик центра, дядя Витя, делает здесь блокноты и открытки. За год, признается пожилой мужчина, наконец-то начал по-настоящему уставать. Даже моложе меня есть люди, кто лежит целый день дома. Целый день аудиокнижку не будешь ведь читать. Чем-то надо заниматься, физически двигаться. Даже вот целый день, если вот этим ножом, так называемой саблей, махать, уже физические движения какие-то, устаешь маленько. Ночью спать будешь спокойнее. Спокойнее становится и сотрудникам центра Улей, когда их воспитанники исполняют свои мечты и открывают новые горизонты. Возможно, уже скоро Максим Чунин достигнет самого главного в своей жизни. И тогда ракушек на подоконнике учреждения станет еще больше. Ильшат Низамединов, Рамзиль Мигранов. Вести, Башкортостан. Да, вот такое замечательное видео про наших читателей, про деятельность Гузель Велисовны. Хотелось вам показать обязательно это видео, чтобы прочувствовали про быт, про мысли, про мечты наших пользователей. А теперь слово даем Гузель Велисовне Хасановой. Повторюсь еще раз, это наш активный читатель и руководитель клуба владельцев собак-помощников Республики Башкортостан «Актернак». Доклад «Проводники по миру зрячих». Здравствуйте, меня зовут Гузель Хасанова, я являюсь руководителем клуба «Актернак». Я сегодня не одна, меня привела сюда собака-поводырь Андора, ей уже 6 лет. Я представляю сегодня благотворительный фонд «Твердая почва». Одна из программ благотворительных как раз является клуб владельцев собак-помощников «Актернак». Мы совместно с библиотекой, я обратилась в нашу библиотеку для слепых, для помощи в реализации проекта о собаках-проводниках на всех языках. Сначала мы планировали, что это будет только лишь республиканский проект. Мы создали маленький, короткий, 30-секундный мультфильм в технике стоп-моушен, что очень метафорично, там из мелких листочков бумаги собирается человечек и его собака. И также человек с ограниченной возможностью здоровья, он тоже себя собирает по кусочкам и продолжает жить и созидать на благо общества. И библиотека очень хорошо откликнулись. У нас есть координатор Назиля Мазгарна, сотрудник библиотеки для слепых. И они стали собирать аудиотреки для данного мультфильма, чтобы его озвучить на различные языки мира и, конечно, народов России, что очень актуально в год как раз культурного наследия народов России. У нас уже более 45 треков, аудиотреков мы накладываем на мультфильм, и я вам предлагаю сейчас посмотреть этот мультфильм, он всего лишь 30 секунд на русском языке. Озвучили нам Петр Иван Гланца Иващенко, это
московский актер. А отрисовали нам мультфильм, точнее сделали, создали мультфильм. Это студентки ГИТИСа Аиша Набиева и Лия Ахмадуллина. Да, мы... Гузель Велисовна, спасибо большое. Спасибо и за вашу работу, во-первых. Во-вторых, вот этот вот... Вов, привет! Угадайте, кто я? У меня есть специальная шлейка с красным крестом. Будучи профессионалом своего дела, я помогаю слепому человеку самостоятельно передвигаться по городу, и для меня открыты двери всех социально значимых учреждений. Могу ездить на такси и автобусах, да. Я собака-проводник незрячего человека. И сегодня, в мой праздник, Международный день собаки-поводыря, я хочу сказать вам, вов, я не просто собака. Еще продолжаю, да? Можно сказать. И я хотела очень попросить Министерство культуры и Министерство соцразвития и труда осветить данный проект. Он у нас получается международный, потому что к нам подключилась Республика Беларусь. Они тоже будут показывать данный мультфильм в кинотеатрах 27 апреля, а аудио, вот, которая как раз озвучка этого мультфильма, она будет показана на всех ЖД, автовокзалах и аэровокзалах. Также мы просим подключиться транспортной компании «Башавтотранс» с тем, чтобы 15-секундное видео было запущено 2 раза в час 27 апреля, Международный день собаки-проводника. Мы думаем, что данный проект позволит создать дружелюбное пространство для владельцев собак-поводырей и с пониманием будут относиться к людям, без агрессии, окружающим нас людям. И, возможно, они не будут только лишь сочувствующие, да, а станут соучастниками нашего проекта. И думаю, что они протянут руку помощи, когда увидят такого человека на улице. Еще хотела добавить, что в этот год мы прям активно очень включились. Организаторами стали являться 3 всероссийских проектов инклюзивных. Вот я думаю, еще хотел поблагодарить как раз библиотеку номер 28, студия «Апельсин». Они нам уже тоже отрисовали 2 мультфильма, создали. Это город Уфа, город Белебей отрисовал мультфильм. И в этом году вот мы получаем подарок тоже к 27 апреля. Это у нас Крымоскалы, Дом пионеров, тоже отрисовали, замечательный мультфильм сделали. Я думаю, что если вы разместите у себя на сайте, мы будем очень рады. Большое спасибо за внимание. Гузель Велисовна, спасибо вам огромное. Во-первых, вот пригласив вас на наш семинар, мы хотели показать, какие у нас инициативные бывают читатели, с какими проектами они к нам выходят. Это во-первых. Во-вторых, еще раз на всю республику, на всю Россию сказать вам слова благодарности за тот вклад, который вы делаете в социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Это очень важно, вы сами знаете, как это важно. Ну и еще раз хотелось бы подчеркнуть, вот вроде бы, да, вообще не библиотечное мероприятие, но благодаря вот даже этому проекту озвучки на разных языках мы сблизились со специальными библиотеками всей России, потому что когда мы к ним обратились с такой просьбой на языках их народов перевести этот текст, началась переписка, начались какие-то новые знакомства, нашлись какие-то новые точки соприкосновения. И вот поэтому это не последний наш проект, будут и другие тематики. Вместе будем писать гранты. Вот. И коллегам хотелось бы еще обратить внимание вот на таких активных двигателей нашей библиотечной деятельности. Гузель Велисовна, спасибо большое. Спасибо. Продолжим, коллеги, наш семинар. И следующий наш спикер – это Луиза Эдуардовна Хабибуллина,
специалист по комплексной реабилитации, учитель-логопед государственного бюджетного учреждения Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями. Доклад называется «Организация и реализация реабилитационной деятельности по созданию адаптивной среды для детей с нарушением зрения на базе Октябрьского отделения Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ОВЗ». Нам очень интересно и любопытно послушать ваш опыт. Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Я представляю отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в городе Октябрьске. Я хочу представить вам Кочелаеву Камилу. Она имеет тяжелое нарушение зрения с рождения. На данный момент Камиле 16 лет. Она проходит реабилитацию в нашем отделении детей и подростков с начала 2008 года, с 3-летнего возраста, где основной упор мы делали и делаем на контакт с родителями. Камила расскажет вам о себе, расскажет о своих успехах и о проблемах, с которыми она сталкивается каждый день. Камила, тебе слово. Здравствуйте, меня зовут Кочелаева Камила, мне 16 лет, я живу в городе Октябрьске, заканчиваю 9 класс обычной школы, учусь на 4 и 5 в школе. Я много участвую в разных конкурсах, в городских и республиканских этапах, а иногда всероссийских. Мои работы занимают много призовые места, иногда даже и победительские места. Но я нуждаюсь в помощи своей мамы из-за того, что я ребенок-инвалид. И несмотря на все это, иногда мне требуется помощь мамы. Я, как слеповидящая девочка, боится лестницы. И хотелось бы сделать тактильные дорожки в нашем городе. Большую часть хотелось бы сделать именно на лестницах, особенно в нашей детской поликлинике. Там сделали недавно ремонт, и лестницы построены в шахматном порядке, и непонятно, где начинается ступенька, где она заканчивается. Хотелось бы сделать отметку. И на проезжей части дороги, где надо переходить, тоже непонятно, где начало проезжей части и где конец. В нашем городе очень плохие тротуары, есть ямки, есть бугорки. Я иногда могу упасть, иногда теряю равновесие из-за этого, потому что, понятно же, яма, наступлю, упаду, а в бугорке могу споткнуться. Вот с этой проблемой я сталкиваюсь несколько раз. Меня не берут различные кружки из-за моей инвалидности. Понятно, что человек-инвалид не всегда может заниматься с людьми разными кружками, но я обычный ребенок, инвалид, учусь в обычной школе. Почему я не могу участвовать тоже вместе с другими ребятами, ходить на разные кружки? Если я могу указать, что я ребенок-инвалид в программе «Навигатор», но это делаю не я, а моя мама, конечно, укажу ребенок-инвалид, и меня все сразу не пустят ни на какие кружки, на которые я хотела ходить. Очень бы нам хотелось исправить эту проблему. Ребенок-инвалид не значит, что он может не заниматься своими любимыми делами, не значит, что он может не посещать кружки. А если он учится в обычной школе, то он может посещать разные кружки, он может заниматься своим делом. Также я иногда боюсь ходить по магазинам из-за того, что на разных ценниках мелким шрифтом пишут товар. И большую часть этого ценника занимает цифры, то есть стоимость товара.
очень бы хотелось, чтобы на этих ценниках немножко увеличили, что за продукт продается. Иногда указывается, какая фирма тоже, чтобы полностью побольше сделали. Но в школе, в принципе, у меня все хорошо. Я ладжу со всеми учителями. У меня есть все, что надо в школе. Подходящее оборудование, звукоусиливающее, в основном это колонки. Надо — поставить. Нужно покрупнее распечатать. Распечатают. Иногда мне даже печатают на желтом листочке, что-то там надо. Надо повторить, повторять. Надо продиктовать, продиктует. В общем-то, все прекрасно у меня в школе. С общением тоже у меня бывают проблемы. Обычные люди меня не воспринимают. Иногда мне с этим очень трудно бывает. Но у меня есть те люди, которые меня очень хорошо воспринимают. Это родители, это учителя нашей школы, это репетиторы, по которым я хожу заниматься. И мои лучшие друзья — это книги, это мое хобби, когда я чем-то занимаюсь. От этого я чувствую себя лучше. Хотелось бы отметить, что у Камилы не только нарушение зрения, но и с детства нарушение слуха. Но это ей никак не препятствует в том, что мы видим, сколько грамот Камила заработала только за прошедший год, а сколько она заработала их за свои 16 лет, их просто не счесть. Но у меня это малая часть, у меня дома очень много грамот, поэтому я принесла только основное, что я могу вам показать. Это у меня диплом, победитель республиканского конкурса, мы в ответе за тех, кого приручили. За видеоролик. У меня вот этот, мы в ответе за тех, кого приручили, 2 грамоты, потому что первый раз мы выступали с видеороликом про домашних животных, а потом мы сразу на республиканский этап отправили в Уфу. Я там тоже заняла 1 место, но там уже мы выступали про диких животных. Это у нас диплом победителя, 1 место, «Зеленая планета». Здесь вот мы выступали про космос, про далекий космос. Тема была очень действительно интересная. Здесь у нас не только видео было, но и фотографии, которые мы отправляли еще отдельно. Здесь у нас авторское свидетельство. Это был городской этап нашего конкурса. Мы здесь сначала выступали в городе. Я выступала про участника Великой Отечественной войны Нуркаева Талипа Латыповича. К сожалению, мы не заняли победительское место, но известно, что мы заняли либо 6-е, либо 8-е место. Точно я не помню, какое место мы заняли. Также недавно, в этом году, я делала презентацию впервые в своей жизни, что мне очень понравилось. Я думаю, что я дальше буду выступать. Здесь я выступала про свой родной поселок Нарышево, представляла 100-ю скважину, которая находится на горе нашего поселка Нарышево. Хотели бы еще рассказать про самую главную Камилину награду. Это грамота и медаль за то, что я участвую в книге. Меня записали в международной книге в 4 стран, где я там есть. Вот хотели бы показать эту книгу. Вот такая вот большая книга. Куда попала наша Камила. Лучшие люди, лучшие в образовании.
И самое первое, и самое главное, что у меня было, это поучаствовать в российском конкурсе «Моя земля цифровой проекции». Я там участвовала впервые. Я, как и в мультимедийной презентации, представляла сотую скважину. И я, если честно, не ожидала, что в моей номинации жюри так достойно оценит мою работу. Я очень рада, что мне дали первое место, ведь это было просто замечательно, просто большая радость получить вот такое вот огромное достижение. В книге опубликовали фотографию Камилы, как вы можете видеть, и немножко рассказали про нее. Камила, спасибо тебе. Хочется отметить, что все-таки благодаря совместной работе родителей и отделения реабилитации, взаимодействию родителей именно с образовательными учреждениями, Камила смогла добиться таких больших успехов. И до сих пор она ставит перед собой такие большие цели и каждый раз их достигает. На данный момент Камила заканчивает 9 класс в общеобразовательной школе, хотелось бы отметить, и планирует поступить в колледж. Но на этом она тоже не хочет останавливаться, дальше она хочет поступать в институт. Далее я хочу вам рассказать о работе, которую мы проводим с детьми, у которых имеются тяжелые нарушения зрения. Дети с нарушениями зрения, они нуждаются в различных видах сложного и длительного восстановительного лечения, которое может значительно уменьшить возможность инвалидности. Как мы знаем, им необходимы специальные условия для реабилитации, для обучения и социальной адаптации, получения образования и профессии. Также хотелось бы отметить, что количество детей-инвалидов, зарегистрированных в городе Октябрьске с нарушениями зрения, 2,5%. И 7% это дети, у которых нарушение зрения является вторичным диагнозом. В отделении реабилитации детей-подростков СОВЗ города Октябрьский реализуется комплексная индивидуальная реабилитация слабовидения у детей, которая включает в себя, конечно же, это правовую помощь, то есть какая-то бесплатная юридическая помощь, также психолого-педагогическая помощь, это психолог, логопед, дефектолог, арт-терапия, музыкотерапия, вокалотерапия, трудотерапия. Также социальная медицинская помощь, это физиотерапевтические услуги, лечебный и классический массаж. Также лечебная физическая культура, кинезиотерапия, механотерапия, использование ЛМК. Также, конечно, социально-бытовая адаптация. Побольше хотелось рассказать про то, что для работы с родителями у нас создан клуб семьи. Именно в этом клубе родители могут получить помощь специалистов, могут общаться и делиться также с другими родителями своим каким-то опытом. Именно с целью взаимодействия с родителями и был создан клуб семьи. Мы пришли к выводу о том, что любые методы, они окажутся малоэффективными, если в этом процессе не будут принимать большое участие родители или законные представители. Ведь когда в семье появляется ребенок с тяжелыми нарушениями зрения, когда родители вообще впервые сталкиваются с этой проблемой, у них наступает, конечно же, первая стадия. Это отрицание, это непринятие ситуации. И в этот момент родители очень растеряны. Они даже не знают, как жить с этой проблемой, не могут поделиться ни с друзьями, и даже не хотят делиться с этой проблемой с родственниками. Большинство людей, они остаются с этой проблемой один на один, что категорически делать нельзя. Именно с этой целью и был создан наш клуб семьи, где родители ребенка, они смогут найти помощь именно на ранних этапах и уже переключиться на максимальную работу, которая требует, конечно, немало времени и сил. В клубе семьи сотрудники отделения реабилитации смогут подсказать вообще, как пережить тот или иной этап. Например, когда ребенок пойдет в детский сад или когда ребенок пойдет в общеобразовательную школу, так как родители здесь уже сталкиваются с новыми проблемами. И этот этап в жизни,
Очень он важный как и для ребенка, так и, конечно, для родителей. Также мы можем давать рекомендации общеобразовательной школе, если вдруг это им понадобится. Например, как построить учебный план для детей с нарушениями зрения. Только тогда, когда есть такая работа, как отделение реабилитации, родители, общеобразовательная школа, то есть когда выстроена эта поэтапная цепочка, только тогда мы видим результат. Результат на примере Камилы, где родители максимально заинтересованы, где родители поддерживают любые начинания своего ребенка. Также хотелось отметить в конце уже, что специальные пособия для детей с тяжелыми нарушениями зрения, они стоят, конечно, немалых средств. И не всегда есть вообще возможность их приобретать. Но они необходимы для того, чтобы максимально заинтересовать ребенка на занятиях. То есть пособия, они нам нужны здесь и сейчас. Учитывая, что слабовидящие дети не могут в полной мере воспринимать окружающий мир, мы создаем для них пособия для детей с нарушениями зрения. Вы можете увидеть здесь на столе. А также изготовляем тактильно-сенсорные игрушки. Например, такие бочонки, которые мы можем потрогать. Где-то гладкое, где-то мягкое, где-то шершавое, где-то постучать деревянное. Также здесь можно изучать счет с незрячими детьми. Да, вот 1, 2, 4, 3. Можем искать пару, потрогать и соединить. То есть на фантазию и на усмотрение уже сотрудников. Специальные цветные рельефные книги, они позволяют ребенку на занятиях увидеть вообще красоту иллюстраций. Да? Мы можем потрогать, ощутить контур изображения, сделать процесс увлекательным. Наличие в книге пуговиц, также наличие замочков, шнурков, они помогают, конечно, детям развивать мелкую моторику рук. И в конце хотелось сказать, что в конечном итоге мы создаем ту среду, адекватную общим и особым образовательным потребностям, физически и эмоционально комфортным для ребенка с нарушениями зрения. Благодарим вас за внимание. И если у вас есть какие-то вопросы, Камиле, она с удовольствием на них ответит. Благодарю вас. Луиза Эдуардовна, во-первых, хотелось бы вас поблагодарить за именно такой формат вашего выступления на нашем республиканском семинаре по работе библиотекарей в библиотеках именно с инвалидами разных категорий. Потому что вот ваше выступление, именно то, что вы пригласили Камилу, показывает то, что это обычный человек, это обычный активный, креативный человек, который хочет жить и быть во всех сферах жизни востребованным. Во-первых, Камила, вам спасибо большое за ваше выступление и именно рассказ про те болевые точки, которые, к сожалению, есть еще в нашей стране, которые не отработаны, но идет над этим работа. И, может быть, вам даже надо сформировать письмо предложение, написать его в вашу администрацию, чтобы они изнутри уже увидели эти проблемы и убрали, проработали их. Ну и звездный час сегодня Камилой. Мы, конечно же, радуемся, Камила, за твои успехи. Я могу, наверное, обращаться к тебе на «ты», за твои успехи. Огромное спасибо твоим родителям, огромное спасибо реабилитационному центру. И сейчас даже вот много услышали тех конкурсов, про которых мы даже не знали. И в свою очередь хотелось бы, Камила, чтобы ты была активным читателем и в библиотеке, в Тифлоцентре, который есть в городе Октябрьском, и была подписана на нашу библиотеку, участвовала и на наших конкурсах, и за собой потянула своих друзей.
Камила, спасибо большое за то, что ты такая креативная, красивая, умная, молодец. И ты тоже, вот как наша Гузель Верисовна, будешь двигателем информации, культуры. И дальше уже, вот даже, говорю же, надо написать письмо с предложением в администрации, и очень много будет благодарных людей с ограниченными возможностями здоровья, если эти проблемы уберутся. Луиза Эдуардовна, надеемся очень, что вы сегодня досмотрите наш семинар, потому что еще очень интересные будут доклады, в том числе и про тактильные книги, потому что мы тоже аккумулируем такой опыт по работе с инвалидами по зрению. Наша работа поможет в вашей деятельности, а уже у вас мы тоже будем учиться очень многим тем моментам, которые появляются вновь, которых, может быть, даже мы по человеческому фактору упускаем. Спасибо вам огромное, девочки, за ваш яркий доклад, за рассказ о вашей работе. Уверена, участникам нашего семинара он пригодится. Спасибо. Вам спасибо большое. Сейчас мы в продолжении нашего семинара хотим слово дать нашему белорецкому филиалу. Коллеги, вы прекрасно знаете, что у нашей республиканской библиотеки есть 3 филиала. Это в городах Белебей, Белорецк, Стерлитамак, и есть 50 библиотечных пунктов. И вот наш филиал, белорецкий филиал, сейчас активно начал свою работу. И хотелось бы с вами тоже поделиться, какие новшества мы вводим в библиотечную деятельность. Пожалуйста, вам слово, Зульфия Зиннуровна. Доклад «Библиотека без преград. Минимум формальностей, максимум доверия». Докладчик Шакирова Зульфия Зиннуровна, заведующая филиалом города Белорецка Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина. Добрый день, уважаемые коллеги, хайырлы күн, кадрлы коллегалар. Дорога в библиотеку – путь к сердцу, душе, добру. И этот путь открыт каждому. Этой цитатой Анри Герцена мне бы хотелось начать свое выступление. Приобщение книги, библиотеки является непременным условием полноценной социальной реабилитации. Наша с вами задача – помочь людям с ограниченными физическими возможностями адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей путем получения доступной информации, приобщения книги к культурной и духовной жизни. Для этой категории граждан библиотека стала практически единственным бесплатным учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, участвуя в массовых мероприятиях. Библиотека для таких людей – это аптека для души, исцеляющая посредством книги, общения, дающая новые стимулы. Залогом эффективной, успешной деятельности в этой сфере является взаимодействие, совместные усилия и сотрудничество с организациями, занимающимися проблемами инвалидов, органами социальной защиты, советами ветеранов, социальными приютами, образовательными организациями среднего и высшего звена, обществами инвалидов, где реализуется инклюзивный подход к образованию и другими учреждениями социальной сферы. В последние годы библиотеки становятся все более привлекательными и доступными для большинства людей с ограниченными возможностями здоровья. Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг общения, а также получить необходимую информацию по всем интересующим вопросам. Мероприятия, проводимые нашей библиотекой для социально незащищенных категорий пользователей, интересны и разнообразны. Предоставляя новые услуги, библиотека не забывает и о проверенных временем формах работы. Проводит различные массовые мероприятия, уделяя особое внимание месячнику белой трости, декаде инвалидов и другим традиционным для нас мероприятиям. Откликается на все важнейшие события, происходящие в стране. Большое внимание библиотека уделяет пропаганде чтения книг, изданных шрифтом Брайля.
Мы все прекрасно понимаем, что чтение по системе Брайля очень грамотное чтение, поэтому очень важно привлечь незрячих читателей к свободному владению рельефно-точным шрифтом. Ежегодно День белой трости ознаменовывает начало конкурса чтецов по Брайлю. Наши читатели-брайлисты активно принимают в нем участие. Международному дню слепых для учащихся в школе номер 20 города Белорецк была организована необычная выездная встреча под названием «Мы как все, но немного другие». На встречу к ребятам был приглашен особый гость, постоянный читатель, активный участник библиотечных мероприятий и просто замечательный человек – Киселева Надежда Николаевна. Надежда Николаевна – инвалид по зрению первой группы. Это мероприятие призвано привлечь внимание общества к проблемам незрячих и слабовидящих, сформировать толерантное отношение к ним. Ожидания ребят от встречи с прекрасным творческим человеком были оправданы в полной мере. Надежда Николаевна пела песни, читала стихи, интересно общалась с ребятами. Не случайно девизом встречи стал «К обществу без стереотипов». В рамках декады инвалидов в нашей библиотеке прошли мероприятия, направленные на то, чтобы сделать жизнь людей с инвалидностью ярче и разнообразнее. Одной из задач, которые ставят перед собой библиотекари, является развитие творческих и интеллектуальных способностей людей с ограниченными возможностями, предоставление возможностей для самореализации. Занятие творчеством способствует развитию личности, отвлекает от насущных проблем, помогает преодолеть одиночество и ощутить равенство с окружающим миром. Библиотека, сотрудничая с различными учреждениями, проводит мастер-классы, уроки творчества, персональные выставки. Примером сотрудничества являются успешные мероприятия к Международному женскому дню, ко Дню инвалидов и ко Дню открытых дверей. В преддверии Международного дня инвалидов в Белорецком филиале состоялась торжественная концертная программа «От сердца к сердцу». Праздничный концерт еще раз подтвердил, что творчество, любовь к чтению и фольклорному искусству объединяет, делает жизнь ярче, интереснее и многограннее. В нашем филиале прошел увлекательный мастер-класс. Для его проведения сотрудники библиотеки пригласили педагога детской художественной школы. Виктория Тимохина делилась особенностями изготовления картин из шерсти. Из-под пера читателей, впервые попробовавших свои силы в изготовлении картин из шерсти, вышли настоящие шедевры прикладного искусства. Каждый участник создал свою уникальную картину, получив невероятное удовольствие от процесса. В библиотеке также предусмотрены мероприятия по обслуживанию людей, которым недоступно посещение библиотеки. Для этой категории читателей практикуются внестационарные формы работы. Широкое распространение получило прежде всего обслуживание на дому. Доброй традицией, а также неотъемлемой частью нашей работы стало посещение маломобильных детей с нарушением ОВЗ, реабилитационного центра, коррекционной школы и групп компенсирующей направленности детского сада номер 44 города Белорецк. Проводимые для особенных детей мероприятия учитывают особенности их развития, а также требуют особого такта и опыта. Цель данных мероприятий – создание теплой, доброжелательной, радостной и даже сказочной атмосферы праздника для маленьких зрителей. Дети с ограниченными возможностями здоровья часто изолированы от общества и сверстников, социально дезадаптированы, что крайне негативно сказывается на развитии личности ребенка и его готовности к самостоятельной жизни. Такие дети требуют к себе особого внимания. Инклюзивная творческая мастерская с открытым сердцем, с добрым словом стала положительным примером для создания творческого пространства, для равноправного общения и деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых сверстников. В реабилитационном центре прошла инклюзивная творческая мастерская. Для ее проведения были задействованы дети-волонтеры. Добровольцы оказались приветливыми, а ребятишки были заинтересованы в нашей компании. Все прошло весело и беззаботно. Безусловно, в этом большая заслуга волонтерской группы, ее организованности, сплоченности и заинтересованности воспитанников стационара. Но самое главное откровение – это сами дети. Они все разные, каждый по-своему интересен и готовы идти на контакт.
Надеемся, что такого рода инклюзивные мастерские принесут детям только положительные изменения в жизни. Мероприятие наглядно показывает, что для творчества не существует границ, и оно доступно каждому человеку. Мы все знаем, что творчество состоит из различных видов деятельности. Одним из таких видов является театр. Театр – один из самых доступных видов искусства для детей с ОВЗ. Для детей стационара и из групп компенсирующего направления детского сада библиотека часто устраивает сказочные путешествия. На данных мероприятиях восприимчивая и активная аудитория делится о своем книжном сказочном пути, участвует в конкурсах, отдыхает, листает книжки. Одним из таких мероприятий стало путешествие в сказочный мир в реабилитационном центре. Детям была вслух прочитана сказка, которая сопровождалась игрой-инсценировкой, где ребята с удовольствием показали свои актерские способности. В таких мероприятиях дети погружаются в сказку и не замечают, что ее создают люди с ограниченными возможностями здоровья, что, пожалуй, является главным достижением подобных мероприятий. На сцене они прекрасно могут быть вместе, значит, могут жить вместе. Приобщаясь к великому чуду театра, ребенок с ОВЗ начинает понимать, что он не одинок, и он принят в дружескую компанию единомышленников, которые живут не бытовыми ценностями, а чем-то более важным и удивительным. К мероприятиям оформляются книжные выставки, на которых выставляются особые книги для особых детей. В книгах применены специальные технологии, которые позволяют детям с нарушением зрения воспринимать иллюстрации, высокий контур, чтобы читать рисунки пальчиками, объемные конструкции, подвижные игровые элементы, которые превращают знакомство с книгой в увлекательную игру. Юные зрители рассматривают, осязают разноцветные книги с объемными рисунками. Большой интерес у детей вызывает волшебный карандаш, благодаря которому дети могут прослушать сказку, услышать голоса героев сказок, звуки природы. В заключение своего выступления хочется сказать, что библиотека – это территория равных возможностей. Инвалидность не должна становиться причиной исключения людей из активной жизни. Библиотека – это то место, где могут оказать поддержку социального здоровья, через чтение и творческое развитие научить контакту с миром, помочь поверить в себя, сделать мир доступным. Благодарю за внимание. Спасибо, Зульфия Зинуровна. Спасибо за доклад. Смотрела вашу презентацию, и, конечно же, чувство гордости, что вот в нашем структурном подразделении идет такая активная работа. Коллеги, подытоживая именно этот доклад, хотелось бы сказать, что как важно, когда библиотекарь, он прочувствует свою работу и касается всех аспектов по работе с инвалидами, как важен человеческий фактор. Зульфия Зинуровна у нас недавно работает, она перешла к нам заведующей нашего филиала с централизованной библиотечной системой и уже вникла в специфику, и уже притянула те формы работы, которые интересны не только в Белорецке, но и на всю республику. Молодец, и с садиком работает, и с школой, и с реабилитационным центром. То есть полюбила эту работу. Спасибо большое, Зульфия Зинуровна. И, конечно же, вот эти вот новые формы работы, они применимы и во всех библиотеках, и на селе, и в городе. И, конечно же, это очень важно. Вы видели на фотографиях, даже вот это тепло от фотографий шло, потому что это надо и маленькому нашему читателю, и взрослому. И мне очень понравился формат, что вы школьников не к нам пригласили в библиотеку, а сами с нашим активным читателем, инвалидом по зрению, пошли в школу. То есть вот она, инклюзия в таком новом формате. Я уверена, что ученики прочувствовали, и ученики потянулись. И даже вот сегодняшний наш семинар, даже Камила показывает то, что это обычные люди. Не надо их бояться. Часто же слышим, что не знают про библиотеку и что там обслуживают инвалидов, не знают про библиотеку для слепых и не хотят знать. А вот проводя такого рода мероприятия, мы больше внимания привлекаем
позитивного внимания привлекаем к нашей работе. Спасибо большое, Зульфия Зинуровна. Продолжим наш семинар. И хотелось бы, коллеги, сказать, кто нас смотрит через YouTube, задавайте свои вопросы. Мы видим, кстати, Луиза Эдуардовна, обратите внимание тоже на нашу YouTube-трансляцию, очень много слов поддержки, восхищения Камилой. Обязательно посмотрите и передайте Камиле. И, уважаемые коллеги, если у вас возникают какие-то вопросы, мы смотрим чат, обязательно в конце семинара на круглом столе ответим на все вопросы. А сейчас следующий наш доклад «Работа сельской библиотеки по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Занятия для души». Миляуша Минигалеевна Мухамедиарова, библиотекарь Старомусинской сельской библиотеки МАУК Кармаскалинская ЦБС, муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Миляуша Минигалеевна, мы подготовили было презентацию, перед каждым докладчиком у нас обязательно название спикера и название доклада должно было выходить, но вот по техническим моментам я не успеваю просто включать, поэтому озвучиваю. Вам слово, Миляуша Минигалеевна, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Почему-то у меня интернет неустойчивый, но я попробую выступить. Мы вас хорошо видим и хорошо слышим. Продолжайте. Хорошо. Значит, работа сельской библиотеки по социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. В своем выступлении хочу осветить деятельность сельской библиотеки, вот эту тему. В 2021 году благотворительный фонд поддержки социального развития Кармаскалинского района вошел в число победителей конкурса наград президента Республики Башкортостан. Руководителем проекта выступила библиотекарь первой категории Старомусинской сельской библиотеки муниципального автономного учреждения культуры Кармаскалинской ЦБС Мухамедиарова Миляуша Минигалеевна, то есть я. На конкурс был представлен социальный проект «Занятия для души», который предполагал обучение гончарному делу нуждающихся в социальной адаптации групп населения, проживающих на территории Старомусинского сельского поселения, детей, молодежи и взрослого населения с инвалидностью и с ОВЗ. На эти цели были получены средства из Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан в сумме 780 158 рублей. Лепка из природной глины развивает мелкую моторику детей, дает возможность проявить фантазию и творческие способности подросткам и молодежи. А для взрослого населения это способ обрести личностную гармонию. Простите. А для взрослого населения это способ обрести личностную гармонию, так как дает хороший успокаивающий и расслабляющий эффект. Данные направления работы выбрали еще из-за того, что в населении проживает молодой человек, знающий тонкости гончарного дела. Он закончил Республиканскую художественную гимназию-интернат имени Касима Давлетбердиева и 3 раза обучался по основам гончарного искусства в общеобразовательном центре «Сириус» в городе Сочи. На первый взгляд казалось, что все должны были заинтересоваться данным видом искусства. Однако в ходе реализации проекта мы столкнулись с такой проблемой. Вот с некоторыми родителями приходилось не раз общаться, объяснять о предназначении социального проекта. Администрация муниципального района и отдел культуры поддержали наше начинание и предоставили помещение под гончарную мастерскую в здании СДК, а также выделили средства на ремонт.
Если бы обучающие уроки проходили в помещении, как было запланировано командой проекта, такого масштаба реализации вряд ли бы мы достигли. Нельзя было выходить из рамок календарного плана проекта, поэтому на время ремонтных работ обучающие занятия проходили в нашей библиотеке. Регулярным обучающим урокам по гончарному делу предшествовала объемная работа по информированию, определению целевой аудитории, изучению рыночной стоимости специализированного оборудования и расходных материалов, по переговорам с поставщиками, составлению договоров, доставке и установке этого оборудования. Были задействованы волонтеры для демонтажа помещений клуба по переносу оборудования и материалов, изготовлению выставочных стеллажей. Основная сумма средств гранта была направлена на приобретение оборудования. Я вперед пошла. Значит, были приобретены 4 гончарных круга. Мы видим на слайде, на которых создают или формируют глиняные изделия. Муфельные печи на 70 литров для обжига изделий. Огневого припаса, это лещатки и стоки в муфельную печь, раскатчика для освоения техники пласта, настенного экструдера, вот видим на слайде, и турнеток, помогающих при росписи и обводке керамики, 250 килограммов природной глины, специальных красок, ангобов, глазурных красок, разного рода инвентаря, инструменты они. Это скалки с различными рисунками, штампики и многое другое. Целевые группы посещали мастерскую 2 раза в неделю. Вот на слайде мы видим новые помещения нашего мастерского. Целевые группы посещали мастерскую 2 раза в неделю по субботам и воскресеньям. Каждая группа занималась по 2 часа в день в течение 5 месяцев. С конца октября 2001 года по 27 марта нынешнего года проводились регулярные занятия. Участники проекта развивали свои творческие способности, нашли круг общения, научились взаимопомощи в процессе работы и, надеемся, почувствовали поддержку общества. Для проявивших особый интерес к гончарному искусству проводились индивидуальные уроки мастерства. Они работали в мастерской от души по 3-4 часа. Вот у нас мастер-классы мы проводили. Это обучающие уроки. Занимались и дети, и взрослые, и молодежь. Вот это группа участников, с которыми проводились индивидуальные занятия. В целях повышения самооценки участников социального проекта в феврале у себя мы организовали выставку «Быть добру». С данной выставкой ознакомились порядка 100 человек. В муниципальном районе на данный момент нет людей, занимающихся данным видом искусства. Поэтому еще одна выставка под названием «Мы вместе» в районном центре села Кормскалы перед Международным женским днем заинтересовал широкий круг населения и подняла статус людей с ограниченными возможностями здоровья. Следует отметить незапланированные результаты, достигнутые при реализации данного проекта. Это, как я сказала, предоставление администрации муниципального района добротного помещения под гончарную мастерскую, а также экскурсии и мастер-классы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья районных школ. Социальный проект «Занятия для души» поистине стал духовной пищей для особенных людей нашего сельского поселения. Категория населения, нуждающаяся в социальной адаптации, смогла направить творческий потенциал в полезное дело, скрасила свой досуг. Проект был широко освещен в районных и республиканских средствах массовой информации, в периодической печати и телевидении. Сегодня, 31 марта, в 2 часа дня, команда проекта завершит этот проект,
организации большого праздничного мероприятия для участников целевой аудитории с вручением дипломов и подарков. И тут у нас подарки закуплены, и дипломы приготовлены. Для информационного освещения приглашены журналисты Башкирского спутникового телевидения. Спасибо большое за внимание. И на этом слайде вы видите работы наших участников. Спасибо большое. Спасибо, Милявша Минигалеевна. Действительно интересный формат вы выбрали. Сейчас же бытует мнение, не важно, как привлечь читателя в библиотеку, важно, чтобы потом он уходил с книгой из библиотеки. Вот мы вам желаем успехов, чтобы вас не переклинило на вот именно только такой формат, чтобы свою основную роль не забывали. Огромный труд проделан. Это вы, когда писали проект, учли все моменты, и закупку оборудования, и кого вы будете привлекать. Молодцы, мы прочувствовали вашу работу. Очень хочется побывать у вас и слепить что-то и уйти с книгой. Спасибо большое. Спасибо. Но обязательно мы, конечно, после занятий в гончарной мастерской приглашаем участников проекта в библиотеку. Они выбирают книжки, всегда уходили с книжки, с журналами. Вот дети особенно у нас любят непоседу, АБВГДейку, ежик у нас тут есть в библиотеке. Они все, конечно, уходят и читают книги. Я даже не сомневаюсь, Миляша Минигалеевна, потому что чувствуется, что вы профессионал, потому даже, как вы читаете доклад, и потому даже, как вы не волнуетесь и не сбиваетесь на телефонные звонки. Успехов вам! Спасибо, всего доброго. До свидания. Успехов сегодня в мероприятии. Итак, уважаемые коллеги, продолжаем работу нашего семинара. И мы в этом году сделали такое исследование, неординарное исследование. Мы все переходим потихоньку в условиях пандемии на цифровое пространство, да, социальные сети, сайты, электронные ресурсы. И мы сделали такое исследование, пользователи специальной библиотеки в цифровом пространстве. Сейчас результаты этого исследования вам осветит Ирина Михайловна Борисевич, заведующая инновационно-методическим отделом нашей библиотеки. Пожалуйста, Ирина Борисовна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать вас на нашем республиканском семинаре. И сегодня я поделюсь результатами социологического исследования пользователей специальной библиотеки в цифровом пространстве. В последние годы категория виртуальных пользователей значительно увеличивается. И мы, специальная библиотека, стали еще активнее продвигать библиотечные услуги в интернет-пространстве, на официальном сайте, в социальных сетях. И во время вынужденной самоизоляции и ограничительных мер мы продолжили свою деятельность в сети интернет, внедряли различные формы удаленной работы. И назрела необходимость понять, как наши читатели с ограничениями зрения чувствуют себя в таком формате, поскольку насколько они в полной мере пользуются теми ресурсами, которые мы им представляем, какие способы, методы продвижения библиотечных услуг наиболее действенны и насколько эффективно наши отделы работают в этом направлении. И в 2021 году инновационно-методическим отделом был проведен такой данный социологический опрос, в котором приняли участие читатели нашей библиотеки и наших филиалов. Анкета состояла из 16 вопросов. Опрос проводился двумя методами. Это методом устного анкетирования пользователей в стенах библиотеки и электронным методом ссылка на анкету. В результате было получено и обработано около 150 анкет. Ну, давайте перейдем к анкете и рассмотрим основные вопросы. Первый вопрос позволил узнать о возрасте анкетируемых. Наибольшее количество респондентов вошли в возрастную группу от 50 и старше. Следующая категория от 30 до 50. Ну и наименьшее количество респондентов – это люди, вошедшие в возрастную группу до 30 лет. То есть анализ показал, что основная часть респондентов – это пользователи среднего и старшего возраста.
Ответы на вопрос, пользуются ли наши читатели интернетом, поделил респондентов на две группы с большей разницей тех, кто пользуется. То есть пользуется 74% и не пользуется 26%. Это позволило понять, что в цифровую среду не вовлечены люди старшего возраста, приходящие в библиотеку за книгами и за другими услугами. То есть такие ответы дали люди пенсионного возраста. Но все же пользователи имеют доступ в интернет и также активно участвуют в виртуальной деятельности библиотеки. Далее следовал такой вопрос, с какого устройства предпочитают выходить в интернет. Ну, подавляющая часть респондентов чаще всего отдают предпочтение смартфону, на втором месте персональному компьютеру. Наши читатели очень активно пользуются групповым чатом в РСБС Клип, мессенджере WhatsApp, поскольку получают все исчерпывающие ответы по разного рода вопросам. Согласно выводам по вопросу, в каких социальных сетях зарегистрированы наши читатели, мы поняли, что чаще всего пользуются социальной сетью ВКонтакте. Это самая популярная сеть среди наших читателей. На втором месте Инстаграм и на третьей Одноклассники. Хочу заметить, что опрос был в 2021 году, и сейчас мы не работаем в сервисах Инстаграм и Фейсбук, но все же этот контент был интересен нашим пользователям. То есть здесь можно сделать такой вопрос, и вывод, что следует идти за читателем, нужно знать и как, где ему удобно получать информацию. В качестве основной площадки сейчас для трансляции мероприятий наши сотрудники выбирают площадки ВКонтакте и Одноклассники, поскольку это дает более широкому кругу пользователей представить наше мероприятие и имеет обратную связь. Следующий вопрос был, мы поинтересовались, сколько человек посещает наш сайт. Сайт является важной составляющей деятельности современной библиотеки, поскольку он формирует возможности взаимодействия с целевой аудиторией. И в данном вопросе ответы респондентов попали в равное положение, 50 на 50, с небольшой долей погрешности. Несмотря на активность посещения сайта, все-таки сделали вывод, что люди пенсионного возраста еще не готовы получать информацию посредством сайта, так как имеют в наличии другие формы информирования. Далее следовал вопрос, пользуется ли читатель электронными сервисами, предоставляемыми библиотекой на сайте, и какими. Предпочтения респондентов выстроились следующим образом. 61% пользуются базой данных аудиокниг. Это действительно так, поскольку у нас стабильно возрастает потребность в цифровом фонде. 46% заходят на сайт в поисках книг, обращаясь к электронному каталогу. Ну и не менее популярными были такие ответы. Пользуются новостной лентой 34% и автоинформатором 17%. Далее, исходя из этого вопроса, нам стало интересно, каким образом пользуются данными электронными сервисами. Этот вопрос разделил респондентов на две части. Большая часть опрошенных, это 58%, используют сервисы электронные на сайте самостоятельно, а чуть меньше, это 34%, чаще пользуются при посещении учреждений с помощью библиотекаря. Здесь примечательно то, что в этих ответах фигурирующим было то, что с помощью все-таки сотрудника библиотеки многое решается. Как видно, роль библиотекаря как основного помощника, она остается востребованной. Вместе с тем, библиотекарь должен уверенно владеть всем ресурсом и набором услуг, так же, как и продвигать услуги и обучать ими пользоваться. Большинство респондентов на вопрос, какой формат книг для вас наиболее удобен, предпочтителен, отдали предпочтение аудиокнигам. Об этом
также свидетельства, ответы на вопрос, с какими электронными сервисами, да, вот я только что сказала, поскольку очень много обращается к базам аудиокниг, ну и в равном положении находятся книги шрифтом Брайля и книги крупным шрифтом. К цифровым фондам с каждым годом потребность все растет, и статистика в этом плане шагает вперед. Ну и переходим к мероприятиям онлайн-формата. Наибольший процент, это 42%, ответили, что положительно относятся к таким мероприятиям, 30% предпочли мероприятия в стенах библиотеки, и 24% ответили, что им не нравится такой род мероприятий. Были также и отдельные ответы, что все зависит от характера мероприятия, что это очень хорошо и актуально в период пандемии, и также предпочтительны оба варианта. Но в данный момент также мы продолжаем использовать гибридный формат проведения мероприятий. Можно сказать, что анализ данного вопроса показал, что все-таки наибольшее количество респондентов положительно относятся к мероприятиям в формате онлайн. Ну и вытекающий вопрос из предыдущего, какой формат участия в онлайн-мероприятиях все-таки удобен: в качестве зрителя и слушателя или в качестве активного участника. Подавляющее большинство, 64%, выбрали посещение онлайн-мероприятия в качестве участника. 26% предпочитают быть безучастным слушателем и зрителем, ну и небольшой процент набрали такие ответы, как предпочитаю записи в удобное для меня время, оба варианта хороши, и очень хотелось бы видеть в Zoom конкурсы, викторины и тестирования. Нас порадовало то, что читатели очень положительно восприняли онлайн-формат, поскольку мы все знаем, что подготовка к такому мероприятию требует больше времени, больше тщательной подготовки. Ну и к тому же позволило понять, что мероприятие с непосредственным участием пользователей все же предпочтительнее. Также мы задали своим читателям вопрос о необходимости мобильного приложения, поскольку библиотечное мобильное приложение нашего сайта, оно позволяет решить многие прикладные задачи, то есть обеспечить более легкий доступ к электронному каталогу, к базам данных, доступ к информации, к новостям библиотеки, иметь личный кабинет в мобильном формате. И поскольку большинство сайтов библиотек перегружены большим объемом информации и отображается в крайне неудобном формате на мобильном устройстве, поэтому мы решили задать вопрос, необходимо ли, если такая необходимость, мобильного приложения. Большинство, 70%, посчитали ненужным данное приложение, ну и 27, около 30% ответили положительно. Также мы поинтересовались, нужна ли электронная рассылка на почту наших читателей, поскольку данная рассылка – это один из самых эффективных каналов работы с аудиторией. Она позволяет выстраивать доверительные отношения, поскольку в рассылке можно сообщить своей аудитории о важной новости, об условиях проводимых мероприятиях, о том, что мы проводим, об изменениях графики работы, о программе праздничных мероприятий. Но респонденты также здесь разделились на два лагеря. С перевесом в отрицательную сторону 62% ответили, что нет такой необходимости, 38% сказали, что это было бы очень хорошо. Ну и в завершении своей анкеты мы поинтересовались у читателей о том, какие библиотечные услуги должны быть представлены на сайте нашей библиотеки, а также какие новые услуги могли бы появиться в нашей библиотеке. Ответили на данный вопрос не все, но все же многие разделились во мнениях, и на вопрос, что можно было нового увидеть на нашем сайте, прозвучали такие ответы. Включить на сайте рубрику «Календарь дня», «Цитаты дня», чтение книг по запросу, включить консультацию психолога и добавить еще электронные библиотеки с аудиосервисами. Ну и вопрос о внедрении новых услуг в библиотеку.
ответили 44 человека. Из ответов выделялись предложения о проведении встреч с известными людьми города, побольше кинопоказов фильмов и спектаклей с тифлокомментариями, побольше организовывать экскурсии по Уфе, культурным точкам города, какие-то новые клубы по интересам открывать, проводить лекции, например, об искусстве, выставки местных художников, оказание юридической помощи, консультации. То есть и были также и такие ответы, что оставить все как есть, поскольку и так хорошо. Но это вот такие мнения наших читателей. Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что продолжая обслуживать читателей в дистанционном формате, это позволило нам выявить очень много приоритетных направлений дистанционной работы, благодаря которой мы продолжали информировать о фондах, выполнять виртуальные справки, продолжалась информационная, культурно-досуговая деятельность, психологическая поддержка пользователей. И анализ показал также, что с более активной виртуальной деятельностью у нас появились новые подписчики, но и самое главное, нам удалось удержать постоянных читателей и вовлечь их в библиотечную виртуальную среду. Спасибо вам за внимание. Ирина Михайловна, спасибо большое. Коллеги, мы все с вами понимаем, что исследования надо проводить в библиотеках, чтобы изнутри уже знать потребности наших пользователей. И вот именно такого рода исследования показывает, как мы должны двигаться именно на электронной площадке. Россия, библиотеки за 2 года так изменились, не только Россия, мир весь так изменились, и как раньше мы уже работать не будем. И вот это исследование даже показывает, да, интересы наших читателей и в каком направлении мы. Социальные сети, наш сайт, разделы на этом сайте должны развивать. Вы все понимаете, что данное исследование было между нашими читателями, то есть инвалидами по зрению, и уверена, более чем уверена, что если вы проведете и у себя такое исследование, цифры эти, проценты эти, ответы на вопросы не очень сильно будут отличаться. Поэтому вот применяйте, пожалуйста, и в своей работе такого рода исследования, чтобы усовершенствовать свою работу. Итак, продолжаем дальше. Вы, как уже поняли, мы взаимодействуем, наша библиотека взаимодействует и призываем к этому с многими партнерами. Это и садики, и школы, то есть образовательные учреждения, реабилитационные учреждения, и в том числе фонды, некоммерческие организации, да, чтобы совместно писать гранты, чтобы совместно проводить мероприятия. И вот мы много лет уже дружим с фондом Засова, благотворительный фонд имени Засова, и менеджером благотворительных программ, координатор программ «Спорт и туризм детям» «Милосердие» является Гульнара Радиевна Сахибзадаева. И она сегодня с удовольствием прочитает доклад на тему «Досуговый центр слепоглухих». Пожалуйста, Гульнара Радиевна, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья! Наш благотворительный фонд существует очень давно, с 2007 года. 1-2 миллиона рублей мы оказываем помощь, в том числе и инвалидам с нарушением слуха. Вот. Значит, много у нас программ, но мне хотелось бы остановиться на программе, которая касается людей с одновременным нарушением слуха и зрения. Это состояние слепоглухота, такое состояние, при котором наиболее большее число ограничений жизнедеятельности человек подвержен этому. И люди ведут закрытый образ жизни, редко выходят из квартир. И надо сказать, что даже в школах-интернатах есть дети, в школах-интернатах для слепых, которые обладают сниженным слухом. Их тоже нужно выделять и обращать на них особое внимание.
Вот библиотекарь, он очень тесно работает с людьми, в том числе и библиотекарь, который работает в специальной библиотеке для людей с нарушением зрения. И, конечно же, при тесном контакте можно выяснить, что человек обладает еще и нарушением слуха. Вот эти люди, они должны быть подвержены всероссийской переписи слепоглухих, которая ведется уже очень давно. Вот наши слепоглухие, которые в Уфе проживают, они объединены в досуговый центр, который сами они назвали «Активная жизнь». Слепоглухие у нас участвуют в мероприятиях, экскурсиях, поездках. Вот мы совершили восхождение на гору Тратау с инвалидами. Мы сплавились по реке Уфимка. Мы почти все музеи города прошли. Были во многих памятниках, уголках природы Башкирии. Как у нас организуется мероприятие? Подается заявка в Москву. Нас курирует фонд слепоглухих «Соединение». И этот фонд организует нам такси. Не нам, а нашим подопечным. И они на такси приезжают к месту проведения мероприятия. И также такси их увозит обратно. И много других пунктов я сейчас хочу. Но эти инвалиды должны быть переписаны. Значит, вот в библиотеке они могут выступить инициаторами того, чтобы инвалид прошел перепись с одновременным нарушением слуха и зрения и был в картотеке благотворительного фонда «Соединение». И тогда он может получить психологическую помощь. Есть такие реабилитационные центры в Пучково, Ясенево, Поляна. Он может получить техсредства, это сенсорный телефон и компьютер, если он умеет им пользоваться. А для того, чтобы инвалид научился ими пользоваться, организуются компьютерные курсы для слепоглухих. 50% происходит компенсация слуховых аппаратов, слухового аппарата, который хочет слепоглухой. Помощь оказывается в приобретении лекарств. Сопровождение слепоглухого тоже обозначено в программе поддержки фонда «Соединение». 240 часов в год слепоглухой может приглашать на помощь себе тифлосурдопереводчика на мероприятия, которые проводятся в досуговом центре, или по личным делам. Я считаю, это очень большая поддержка. Инвалид второй группы получает 180 часов поддержки сопровождения. И вот очень удобная услуга – это услуга такси, когда инвалид получает средства для того, чтобы реализовать свои какие-то интересы. И также оказывается юрпомощь. Я вас призываю быть переписчиками Всероссийской переписи слепоглухих, помочь инвалиду зарегистрироваться на сайте, который создан при фонде слепоглухих «Соединение». Спасибо. Спасибо большое, Гульнара Радиевна. У нас в свое время тоже был тесный опыт работы с фондом «Соединение». Тоже мы попробовали работать тесно со слепоглухими, лепили даже из глины. И вы плавно с нас взяли эту эстафету, Гульнара Радиевна. Спасибо большое, что сегодня вы осветили те моменты, которые очень важны будут и в регионах. Может быть, действительно, мы не знаем про такого человека, слепоглухого, которого можно было бы привлечь в библиотеку и дать ему какие-то реабилитационные меры. Спасибо большое, Гульнара Радиевна. Дорогие коллеги, одной из видов наших работ является издательская деятельность. И, как и ранее было сказано, именно адаптированная литература, она почастую очень дорогая. Есть такие уникальные книги, тактильные книги, которые, в принципе, в единственном экземпляре издаются
мы издаем сами. У нас есть огромный опыт и из Стрельтамакского филиала, и у нашей головной библиотеки. И сейчас, вашему вниманию, мы хотели бы представить ролик «Трогательный мир слепых детей», ролик о создании рукодельных тактильных книг в нашей библиотеке. Трогательные миры слепых детей. Сегодня мы вам расскажем о тактильных книгах. Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями зрения переоценить невозможно. Для одних детей мир открывается именно через книгу, для других – через общение со сверстниками и библиотекарями, а также через возможность активного участия в различных мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. В рамках деятельности детского центра «Лучик» нашей библиотекой было освоено новое направление работы – создание тактильных рукодельных книг для детей, не способных читать плоскопечатные тексты. В рамках акции «Живи книга» по изготовлению тактильных рукодельных книг для незрячих детей сотрудникам детского центра на данный момент было создано 7 тактильных книг на разные темы. Главная цель – помочь незрячему ребенку познать окружающий его мир. С их помощью ребята учатся читать по Брайлю, считать, познавать мир, развивать мелкую моторику. В рамках акции велась работа как с волонтерами, так и с нашими постоянными пользователями. Незрячие дети помогали в выборе ткани, того или иного предмета, а волонтеры помогали в пошиве книг, учились этому делу, обретали новые умения и навыки. Атмосфера занятий позволяет раскрепоститься, ведь здесь ребенку дается больше свободы для реализации желаний и идей. Работа всегда ведется интересная, творческая и познавательная. Волонтеры же впервые попробовали себя в роли создателей новой книги, которая приносит пользу нашим маленьким читателям. В каждой книге был издан буклет с основной информацией и фотографиями страниц. Сейчас мы с вами посмотрим развороты книг и прилагаемые к ним буклеты. Для изучения геометрических фигур была создана книга «Фигуры». В буклете вы можете прочитать достаточно подробное описание книги, какие фигуры расположены на страницах и в каких интерпретациях они существуют в нашей жизни. Для развития мелкой моторики создана книга «Развивайка». В буклете вы можете прочитать описание книги в форме загадок. Книга оформлена как игра, где можно открыть ответ на загадку, указанную на странице. Для развития логического мышления создана книга «Противоположности». В буклете вы можете прочитать описание книги, какие же предметы, и не только предметы, противопоставлены друг другу. Для подготовительных групп дошкольного возраста создана книга «Счет» на 2 языках – русском и башкирском. В буклете вы можете прочитать описание книги. Обратите внимание, все цифры в книге прописаны в 5 видах: обычным письмом в тканевом варианте, на башкирском языке, на русском, шрифтом Брайля и обозначены количеством бусин. Также для подготовительных групп дошкольного возраста создана книга «Алфавит». В буклете указана общая информация о книге. Так как иллюстраций много, всех их описать невозможно. Зато можно посмотреть их в буклете и изучить в самой книге. Для изучения видов транспорта создана книга «Транспорт». В буклете вы можете прочитать описание книги, какие основные виды транспорта существуют и что их окружает на страницах. Последней была издана познавательная книжка-игрушка «Космос». В буклете указана общая информация о книге. Иллюстрации объемные, их много, несмотря на небольшой объем книги. Стоит отметить, что большинство элементов на застежках-липучках, что очень удобно для изучения. Мы надеемся, что буклеты, изданные к книгам, помогут заинтересовать новых читателей яркими, красочными фотографиями и интересным подробным описанием.
Наши тактильные книги соответствуют всем требованиям. Главная их цель – помочь незрячему ребенку познать окружающий его мир. Они интересные, познавательные, очень нравятся детям, а также ими интересуются взрослые. Мы рады быть полезными для наших пользователей. И на этой позитивной ноте, уважаемые коллеги, мы завершаем работу нашего республиканского семинара. В чате YouTube трансляции мы несколько раз предлагали вам задавать нам вопросы. Мы прочитали в чат ваши добрые слова, слова благодарности спикерам, как вы тепло отзывались на выступление Камилы, как вы радовались успехам друг друга. Спасибо большое. Сейчас контрольный раз, еще раз посмотрю чат. Нет, вопросы отсутствуют. Всем огромное спасибо за работу, всем огромное спасибо за интерес к нашей такой сфере деятельности. Уверены, что мы были очень полезны вам, что каждый доклад, и вы исписывали свои блокноты, и через определенное время в ваших отчетах появятся новые методы работы, появятся новые цифры привлеченных читателей. Спасибо, коллеги, за нашу совместную работу. Всем успехов. До свидания.